Салам алейкум, добрый день, дорогие друзья, дорогие мои соотечественники. Сегодня у нас тема с вами очень непростая. Тема взаимоотношений чеченцев и русских. Сотни лет мы притирались друг к другу. Это было и служение царю Ивану Федоровичу, сыну Ивана Грозного. Это было предложение, манифестация Павла I о том, чтобы дать вольность горским народам, которые должны были только воевать. И это была главная их добровольная подать. Они должны были быть в составе Российской империи, чтобы громить, чтобы грохотал юг, чтобы мы с вами захватывали новые и новые территории. Но эта история закончилась, как мы все знаем, очень печально в Михайловском замке. И наступила новая эра, наступила страшная эра войны, где русский народ, по разным данным, потерял 1 миллион человек. Полыхали аулы, это женщины, дети, старики в единый строй становились. Они бросались на солдат и вместе с ними бросались в пропасть, чтобы хоть как-то отстоять свою родину. И вот такой историей, вот такой песней чеченского героизма стал Дады Юрт. И вот здесь тоже ковалась наша с вами общая идентичность. Мы должны с вами понять главное, если русский народ у нас позиционируется как старший брат, а если у старшего брата, это значит, у него есть младшие братья. Один из этих братьев любит где-то оставаться наедине, где-то прятаться, где-то находиться в лесу. Он скоро станет большим поэтом, писателем, художником. Другой брат, он зубрит математику, ему нравится алгебра, он играет в шахматы, завтра он станет академиком. А другой, тоже маленький, дерзкий, иногда кусает тебя за руку, он дерется в кровь, в лоб, он против, он на чердаке, он хулиганит, он с рогаткой, он бьет стекла. Ты хочешь его убить, но не убивай его, он завтра спасет, тебе жизнь спасет, академику твоему, шахматисту твоему, учителю твоему, всем им, их женам, их детям, их внукам спасет жизнь. Один этот дрянной твой брат, твой непослушный брат, кровь от крови твоей, плоть от плоти твоей. И самое главное, что от тебя требуется? От тебя требуется только терпение, потому что пока ты будешь терпеть это хулиганство, это непонимание, эту дикость, как тебе кажется, за это время сформируется воин, который встанет у твоих пределов, у твоих рубежей, и только одного имени его скользящего горского взгляда будет достаточно для того, чтобы твои враги бежали в ужасе и в панике. При всем при этом я хочу огорчить тех, кто пытается представить образ чеченца как такого брутального, неспособного ни на что другое, кроме войны, какого-то такого горского викинга, да? Вот, человека, который поклоняется только, так сказать, Богу и войне. Нет, чеченец исторически был созидателем. Это пахарь. Посмотрите, даже приезжая к нам в горы, вы увидите остатки вот этого террасного земледелия. Да? Это тяжелейшая форма земледелия. Посмотрите, какое у нас было ремесло. Чеченская республика, наша войнавская земля считается также. Есть несколько гипотез выдающихся ученых, археологов, кто говорит, что на Кавказе появилась, здесь именно на территории Чеченской республики появилась первая металлургия. Чеченская республика стала территорией инвестиций. Сегодня арабский мир, в авангарде которого на территории Чеченской республики строится прекрасный университет. Здесь внедряются и финансируются очень перспективные программы в области сельского хозяйства, в области орошения, в частности, да? В области образования. У нас строятся новые классы, вводятся новые предметы. Арабские бизнесмены, представители самых богатых семей, например, семейство Нахаян, сегодня стали главным инвестором. Посмотрите, Грозный Молл, посмотрите, Ахмад Тауэр, это будет вообще центр региональной торговли, регионального трейдинга не только на Северном Кавказе, вообще на юге России. И это будет полукилометровое огромное здание, как символ возрождения Чеченской Республики и России. Сегодня у нас приезжают ребята, которые закончили самые престижные университеты мира. Это бывшие студенты Сорбонны,
это Кембридж, это Ельский университет. Это со всех уголков земли приезжают сюда новые, молодые, очень амбициозные, злые, голодные, вчерашние студенты и сегодняшние специалисты. И Чеченская Республика обретает свое настоящее лицо, лицо труженика, лицо созидателя, лицо наследника древнейшей цивилизации и культуры, оттенки которой мы можем найти с вами даже в Месопотамии. Это новый, возрождающийся, уже возрожденный, показывающий личным примером, как нужно восстать из пепла. Вот такой величественный пример, который подает Российская Федерация всем остальным народам, показывая, что можно сделать на страшных зияющих руинах международного терроризма, что может зацвести на этих руинах, лишь бы мы с вами сохраняли мир, лишь бы мы с вами сохраняли стабильность, лишь бы мы с вами сохраняли понимание друг друга и слышали биение сердец друг друга.